Проблема, тянувшаяся годами, наконец будет решена. Рабочие приступили к капитальному ремонту крыши национальной телерадиокомпании «Магаз». Используются самые лучшие материалы. Специальное покрытие, так называемый ковер, кладут сразу в 2 слоя. Гарантия от подрядчика несколько лет. Менять нужно также и всю гидроизоляцию. Рабочие не хотят отвлекаться от процесса, словам предпочитают действия. Да и времени очень мало, необходимо уложиться в сроки и выполнить все работы за 2 недели, пока еще позволяет погода. Крыша была изначально построена с нарушением всех необходимых требований, поэтому со временем осадки начали проникать вовнутрь здания. Теперь применяются современные техники, обрабатывается каждый шов. Акцент делают на углы. По словам специалистов, там всегда сильные риски проникновения воды. Общий объем работ 2700 квадратных метров. С момента прихода нового руководства этот вопрос был обозначен одним из приоритетных. Работа ведется под личным контролем Шамсудина Бокова. Ремонт стал возможен благодаря поддержке главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова. Конечно, каждый год эта ситуация усугублялась в связи с тем, что достаточно большой объем работы и затратный. Не было возможности, но надо отдать должное, и я хотел бы выразить искреннюю благодарность от всего коллектива сотрудников национальной телерадиокомпании «Магаз», главе республики Махмуду Али Макшареповичу за то, что оперативно было принято решение, несмотря на то, что год календарный он заканчивается, в том числе и финансово нас поддержали. Минстрой достаточно оперативно была разработана проектно-спектная документация. И сейчас, как вы видите, идет полный процесс, капитальный ремонт кровли, который мы сегодня видим. Некоторые кабинеты стратегически важного объекта из-за постоянной протечки дождя выглядели как старые коммунальные здания. На подоконниках до сих пор емкости, куда стекает вода. Осадки оставили следы на стенах. Про технические помещения и говорить не стоит. Видео намного красноречивее слов. При этом вся техника находилась под угрозой замыкания. Протекает крыша очень сильно и в первой, и второй студии. Конечно, проблемы большие. Во-первых, это помеха звуку. То есть диктор сидит в кадре и говорит, а в это время кап-кап-кап. Во-вторых, оператор не может взять ракурсы по планам, так как камеры могут стоять только в одной позиции, потому что шаг лево, шаг вправо, и может просто испортить оборудование. И порча инвентаря, там, площадок, и стол практически у нас уже испорчен. Поэтому это просто очень огромное спасибо, что эту крышу делают. Это реально спасение будет для нас. Особую головную боль эта проблема доставляла для звукорежиссеров и телеведущих. Каждый выход в прямой эфир непредсказуемый. Коллеги шутят, шум дождя во время озвучки новостей на фоне – это новый 5D-эффект, который дает понять телезрителям, какая погода сейчас в столице. Когда мы увидели рабочих, которые приехали ремонтировать нам кровлю, честно, это была самая прекрасная новость вот за последнее время. И мы очень благодарны и главе республики Махмуду Али Калиматову, который обратил внимание, и директору нашей телекомпании за то, что сейчас действительно изменится наша жизнь, наша работа здесь. Приятная и долгожданная новость для всех сотрудников телерадиокомпании. Особенно рад технический персонал. Женщины, которые занимаются уборкой помещений, вынуждены были каждые полчаса заходить в студию, чтобы выбросить накопившуюся в бочке воду. Кстати, тряпка в таре – вынужденный лайфхак от режиссеров, которые подавляют шум капель. Но это только в первые минуты. передач хаич обол дика хабу чунаха дика информация хуги дика ши бол хабил бунаха тону ахта хуги. Ремонт планируют завершить в ближайшее время. В планах у руководства НТРК «Магаз» еще много приоритетных задач, которые также решают в оперативном порядке. Зелимхан Калоев, Мурат Гуражев, Новости 24.